Вот, можно сказать, что целый невредим храм Делите. Фу-ху-ху-ху. 2 года я не был здесь. Пойду я поднимусь уже здесь тогда. Ого, я хотел отсюда спуститься вниз до карты. Нет. Там мои мотоциклистов вижу внизу. Или туристы, что-то с палатками. Ну да, я очередной раз пожалею, что я не взял палатку. Может, был прям там. Ну что, вот. Ну что, вот мы снова свиделись. Знак спорный. Скажу, я по этому знаку я задавал вопросы, звонил, вернее не позвонил, по телеграмму написал. Храм Святец-Хавеля, где такой же знак на крепостной стене, на крепостной башне. Они мне ответили Голгофа. Все, я не спорю, просто говорю, что есть. Вот. Тут какая-то сквозная прям. Интересно. Это что, такая большая балка сюда засовывалась? Интересно. Я не видел в прошлый раз. Вот. Камешки. Вот они. Ценные. Так, смотрим сюда. Видим. Но это окошки, выемки для подношений. Вот. Для подношений. Это просто окошки. Я что-то не понял, он что, в землю вдался, что ли? А где черепа, которые были здесь? Уже нету. Это тоже для подношений. Нету того черепа. Бараньего. Пока заходить не буду. Опа. Это все, это древние ингуши собирались, приносили подношения сюда Богу Дьяла. Ставили вот сюда в окошечки баранов. Кто барана, кто просто мясо, просто. Кто может какие-то, хотя, наверное, тогда денег и не было. Ну да. Угощение. Так, слушай, он скоро развалится. Вот я вижу, прям стена наклонилась, вот эта вот. Вот она туда уходит. Уже стрёмно даже заходить туда. Ну вот и с этой стороны. Надо бы его восстановить. Все-таки это древний языческий храм. Жалко будет. Это ценно. Хотя бы остановить, чтобы он не рассыпался. Хотя он рассыпается, я вижу, что он вообще. Ну что, надо зайти. Пойду, зайду. Шапку пока одену сюда. Мне кажется, он продолжает разрушаться. Я 2 года здесь не был. Что-то мне аж так не очень. На душе. Кто-то звонит мне. Да. Я в храме нахожусь. В храме древнем. Позвони мне на WhatsApp, я тебе покажу. Если получится.
Ну, это по-нашему алтарь был. Тут тоже наверное, фигура стояла Бога. Если есть же фигура Тушоли, богиня, говорили, есть что фигура, серебряная фигурка Тушоли, богиня. Есть такая богиня, дочь Бога Дьявола. Ну и здесь, наверное, это все ставили что-то такое. Вот. И тут я не вижу, что здесь. Здесь сидели старцы, заседали, что-то решали, какие-то вопросы, собирались на праздники. По-моему, он, точно цифру найду, я скажу, он действовал и в 19 веке, по-моему, этот храм еще действовал. Вот. Пройду сюда. Здесь вода бежит. Но она еще... Или у меня очки, или я что-то не пойму. Мне кажется, что стена уже наискось. Вот. Здесь лежат денежки и свечки. У меня спичек нету, свечку. Я даже не подумал опять, что такое. Но я сюда не хотел уже сегодня идти. Так, куда бы мне присесть и посидеть. Жалко мне его, честно говоря. Потому что, в принципе, можно... Ну, тут подъезда нету, конечно, никто не будет восстанавливать его. Хотя можно было хотя бы на ослах. На ослах завести тут цемент, раствор. Замесить. При большом желании было бы. Можно восстановить его. Крышу закрыть. Да. Надо лет 1000 лет точно. И сюда ходили все, это уж, как сказать, центр был здесь. Сюда ходили молиться все окружающие. Вот Кост я вижу отсюда. Харт ниже там, Кейли, Ког. Тут выше еще есть. Все, они все ходили сюда молиться. А потом уже... Потом, когда ислам пришел, тогда уже, по-моему, понастроили мечети. Потому что там, в Косте я видел мечеть. Там сейчас, посмотрите, везде есть мечети. Еще раз сниму. Вот так вот я отсюда крутану камеру. И вот так вот. Еще раз покажу. Не знаю, удастся еще раз сюда попасть мне. Место святое, конечно. Меня всегда святые места привлекают. Так, я думаю, всех, я же говорю, у меня прошлый ролик по DLT набрал 14 000 просмотров. Это о чем-то говорит. Еще раз смотрю. Орехи вижу. И орехи погрызены. Так. Ну я не вижу. Это вот здесь она была где-то. Череп барана. Нету, да? Ну, не знаю. Нельзя так. С кладбища, церкви нельзя воровать. Бог накажет. Вон она, я опять согрешил. Вон.
кусочек черепа торчит. Пойду я с той стороны зайду, посмотрю. Так, если вот так спуститься, и там недалеко до Кхарты будет. Так, наверное. Ну-ка я гляну сейчас. Глаза боятся, руки делают, или как там. Давай я сниму сначала еще раз. Вот. Мне кажется, он еще разваливается. Я сейчас приближу еще, подойду и... Надо посмотреть старые записи. По-моему, он еще разваливается. Мне его жалко совсем. Храм был региональный, можно так сказать, если можно так сказать. Надо собраться, наверное, как-то его восстановить, а? Полно же ведь. Тут Харт, там Кост, там где до Шахли, если не ошибаюсь, тут Кели. Все же сюда ходили. Так, я иду посмотреть, если здесь по этой ложбинке спуститься. Кто-то ходил недавно, следы. Вон и Кхарт. Если еще немного спуститься, он еще ближе будет. Так. Ну давай, я тогда, если я сейчас спущусь, потом мне тяжело подниматься будет. Там строители уже вон кучкуются, что-то делают. И я должен проехать на мотоцикле. Все, я сейчас разворачиваюсь и иду на мотоцикле. А Кога, ну, придется отложить на следующий раз. Все. Хотелось сегодня праздник у ингушских женщин. Сегодня праздник Тушоли, богини Тушоли. Она давала им... не бездетно давала детей, давала урожай и, ну, все такое, короче. И именно 1 мая собирались женщины, несли подношения богине. И там есть храм, вот я почему я хотел в Ког сходить, пройти, посмотреть. Я здесь не сходил, в прошлый раз она была в снегу, по-моему. Вот. Вот крыша. Шагомер. 1000 шагов, короче, сюда. И тут 1129 показано. Но я что-то ходил туда-сюда. С этой северной стороны не зашел. Еще сейчас я гляну тут. Гляну. Но все нормально. Опа. Еще раз показываю горы, красотища. И северную сторону хочу. Забыл, как она называется. Короче, сланцевая крыша. Давай я обойду. Кто-то рубил все-таки. Кто-то. Это хорошо. Вот, и вокруг. Вот. Все-таки ухаживать за ним. Это хорошо. Это хорошо. Вот он, крест. Нету здесь никаких знаков больше. Какая интересная елка. На западных Карпатах есть смерека. Называется по-ихнему елка. О! Кто-то с собакой сюда идет. Ну, в принципе, доехал, да, до Кхарта. Пойду посмотрю, интересно, мне нравится уже. Тут много построек. До верхнего Кхарта я не пойду. А вот это посмотрю. Фу, у меня что-то сердце давит. Такие нагрузки мне, наверное, уже противопоказаны. Давай-ка
Пойду-ка я отдохну немного, воды попью. Что-то голову дает. Еще после этого делите, вон она делите, не обсох. А уже прискакал сюда, вниз. И пойдем посмотрим Тхарт, да. Вот. Я выложу позже внизу все, что написано про Тхарт, потому что у меня памяти не очень хватает. С новыми силами продолжать обследовать, исследовать Ингушетию. Сегодня ветра нету, красота просто. Жилая. В Ингушетии вот эти жилые башни, смотри, как они хорошо сделаны. Тут прям мастера даже вот это делали, как я не знаю. Вот. Видели? Не часто встречается. Я хотел сказать, башни так многоквартирный дом. Ну, наверняка семья, к примеру, жила вся, начиная со старых до молодежи, или наоборот с молодежи до стариков, жили вместе. А как иначе? Выживать надо было. Тут даже простейшее топить башню. Как ее можно протопить? Смотри, какая красавица. Вон что. Вон какая красота. Вот полы. Это я стою в подвале. Вот первый ярус, первый этаж. Полы. Вот тоже вход. Это не окошко, это вход. Тут такие окошки, как вход, или вход, как окошки. Вот такие, я уже понял. Здесь для каких-то фотографий я где-то нашел. Я поставлю фотографию, для чего вот такие выемки сделаны. Вот. Харт. Да, интересно. Чисто убрано. Хорошо. Вот. Надо каску одевать. Опа. Еще одна квартира. Вот. И священный Цейлоам. Угу. Ну давай выглянем в окошко. Дам тебе лукошко. Вот замок, это было сверху. Вот она. Вот эта штука была сверху. А вот на башне красавица. Ух ты! Правда красавица. Надо как-то обойти и пробраться. Ну, начнем с жилых башен. Тут все обустроено. Есть столики, есть беседочка. Я очередной раз пожалел, что я не взял палатку. Можно было спокойно, где угодно. Вот здесь где-то постелить палатку и отдыхать. А утром с новыми силами кость. Все, пошли на выход. Опа. Теперь мне надо обойти и попасть к башне боевой. Через месяц уже не пройдешь. Так. Ну попробую посмотреть, где здесь дорога есть, нет ли. Вот я иду, смотрю, только что я тут был.
И снова прохожу снаружи. Вот где я был. Туда я так не заглянул. Вот здесь я ходил, что-то искал. Вот еще. Вон там уже какой-то памятник интересный. Склеп, а сверху памятник. Так, здесь тропинка есть, и там можно подняться. Ну хорошо, я сейчас сюда пройду. Гляну. Мушка безрогая. Что-то тут прям лазили. Этот склеп, он пару костей лежит. Что-то прямо излажено. Что там выгребали. И не бойся. Ну просто исламский уже памятник, возможно. Так, ну что, надо идти. Ага. Но видно отсюда, что сделана башня, подремонтировали, сделали отмостку, чтобы она не рассыпалась. Вот такое, если бы сделать на башнях двужен и как-то выложить там, наверное, бы. Хотя там уже совсем плохо. Вот там башня двужен. Что-то я не вижу уже сегодня их. Может, повыше надо подняться. Пишет, что это была единая крепость. И так и описывается, что крепость Харт состояла из двух башен, 16 жилых, одна полубоевая. Вот честно, на нее смотрю, похоже она. Я, может, и там была полубоевая, тоже громадная что-то. Ну вот. Ту башню взорвали боевую в 1832 году. Войска барона Розна, экспедиция была тут. Вот. А вот это, честно говоря, мало чего изменилось. Только что развалины, а так остальное все стоит. Там дорога появилась асфальтовая. Башня на месте. Барона нет давно. Так вот. Ну ладно. Веселый такой рычажок. Так, меня вот на эту башню, на левую тропинку хотел сказать. Верхний карт. Ухаживают потомки, все попилили, расчистили немного. Башню подремонтировали, башня красивая, конечно. Надо фото поделать. Какие-то интересные там полуподземные склепы, что ли. Там еще. Вон еще. Вот уже добрался до башни. Говорил, что не дойду. Дошел. Молодец. Фу. Вот отмостки сделали. Тут круто. О. Тут прям камней наложили. А что здесь такое интересное? Вон делит и видать отсюда. Фу. Ну а туда смысла нет, и чё ходить. Трясогузки. Вот это уже полубоевая. Да.
Она одна была, значит, остальные все жилые, что ли. Вон с окошечками такими небольшими. Так, где мне заглянуть? То ли высота мне уши закладывает. Оп, 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 оп. Стоять. Наверное, где-то здесь. Вон еще башни жилые. Тут большой город был. Большой-большой. Там Годоборж. Это что там просматривается? Это Годоборж или это Кост просматривается? Годоборж, значит, здесь. Вон Кост отсюда видать хорошо. Все продумано у военачальников ингушских. Каждая башня была на виду. Жили они дружно, воевали наверняка дружно. Если приходил сюда неприятель. А что-то я не помню, кто сюда приходил. Татаро-монголы сюда так и не прошли ведь. Так вот. Ага, вот она. Вот он вход в полубоевую башню. Там внизу есть. Все, я дошел. Ну туда, значит, я возвращаться уже не буду. Смысла нету. Что-то я уже немного устал. Опа. Блять. Осторожно. Лбом. Ух ты, надо сфотографировать. О, как. Че, надо зайти. Хоть меня и не звали сюда, но зайду. Вот обвалилась башня. Раз. Подвал, этаж. 2, 3, 4. Как минимум 4 этажа здесь было. Я не буду заходить, что-то мне тут уже... Что-то мне тут уже не нравится. Это я всегда говорю. Не буду, а потом иду. Сам себе противоречу. Иду я к этой вот дырке, отверстию, посмотреть. Вон они, дома. Тут много же, фамилий-то много. С десяток фамилий, по-моему, здесь жили. Конечно, у каждого свой дом должен быть. Вот какая-то травка здесь. Мох. Мох прям. А, гнездо. И тут гнездо было. Может, еще уже было. Время-то уже бы вышло. О, какая мощь. О, как. Че, надо зайти. Хоть меня и не звали сюда, но зайду. Вот обвалилась башня. Раз. Подвал, этаж. 2, 3, 4. Как минимум 4 этажа здесь было. Я не буду заходить, что-то мне тут уже... Что-то мне тут уже не нравится. Это я всегда говорю. Не буду, а потом иду. Сам себе противоречу. Иду я к этой вот дырке, отверстию,
посмотреть. Вон они, дома. Тут много же, фамилий-то много. С десяток фамилий, по-моему, здесь жили. Конечно, у каждого свой дом должен быть. Вот какая-то травка здесь. Мох. Мох прям. А, гнездо. И тут гнездо было. Может, еще уже было. Время-то уже бы вышло. О, какая мощь. Тут реально вот прям птичка жила, укакана все. Ну ладно, они, наверное, уже вылупились. Пошел я на выход. Незваный гость хуже татарина, да? Ну, я не шибко никому мешаю. Так. Че, я по этой стороне спущусь, собственно, все. Все. В основном-то я понял. В основном я понял все. Понял все, что ничего не понял. О, какая красота.